Любовь к своей семье, к своему народу. Это все воплощалось в моем отце. До Второй мировой войны у Османа Дасхоева была счастливая пора. Работа, хобби и стабильность. Все, о чем мог мечтать любой строящий свои планы гражданин великой страны. Увлекался журналистикой, параллельно строил военную карьеру. Но этот беззаботный период продлился для него недолго. В 1941 году началась Великая Отечественная война, которая кардинально изменила жизни миллионов людей. Так как человек такой долго чести, конечно, один из первых пошел на фронт. Ему уже было 27 лет. Он только когда фильмы шли военные, хроника, у него полные глаза слез всегда были. Спрашивать у него было больно, жалко его, потому что он имел очень тяжелое ранение на фронте под Ленинградом. У него было правое плечо глубоко простреленное. И рассказывали, что очень долго потом заживало. Из-за того, что он ушел на фронт в первые же дни войны, Осман попал в самое пекло. Операция «Барбаросса» – план военного нападения и стремительного захвата Гитлером территории СССР. Его стратегия заключалась в неожиданном и быстром захвате страны. Москва и Ленинград по плану должны были оказаться в руках фашистов за 2 месяца. В этот самый период Осман оказался среди защитников блокадного Ленинграда. Немцы дошли до города, но благодаря стойкости и духу советских солдат врагу не удалось войти в город. Голод и холод усугубляли положение жителей Ленинграда. Несмотря на серьезные потери, оставались еще люди, каким-то чудом пережившие блокадные дни. По словам дочери Османа, родственники помогли ему выжить от голода. Они выезжали туда, к Ленинграду, с тетей моей. Я уже только сообразила спросить у тети, уже, когда она еще живая была. Я говорю: дядь, скажи, пожалуйста, вот как действительно вы могли там эти посылки отвезти? О, говорит, мы такие... Улы набрали, сыскалыш, колдыш, курдюк, сушеное мясо. Столько мы носков навязали. Мы везли не только им. Мы везли, чтобы знали, что там в госпитале еще раненых много, детей, солдатиков, военных. Очень, говорит, много. И как там добрались они до ближе к Ленинграду, где более-менее, наверное, могли добраться. И там уже... Каким-то чудом было передано это все посылки, и они не один раз поехали. Из-за тяжелого ранения в одном из боев Осман Дасхоев был госпитализирован, а потом и комиссован. В больнице он познакомился со своим земляком, основателем краеведческого музея Туганом Мальцаговым, который в дальнейшем и повесит его мундир на стенд музея. Во время ранения он не оставил свою службу, а продолжал совершенствовать свои журналистские навыки в местной газете. Солдат продолжил воевать пером. Его прочувствованные слова помогли поднимать дух боевых товарищей на полях битвы. За эту работу Осман Дасхоев получил немало благодарности от руководства госпиталя. После освобождения Ленинграда он вернулся домой, где его ждали другие тяготы жизни. Народ оказался в Казахстане, в Средней Азии. Все были в разбросе. Он в другом городе сумел найти, даже его чуть не арестовали, сумел найти брата и сестру своих, привезти их сюда. А уже отец его и тетя умерли в это время где-то в другом месте, и он этих детей тоже на ноги ставил. Потом другого брата, мальчик тоже рос с нами, ему лет 5-6 был, тоже сиротой остался. И вот эта вся семья, все были уже в Алмате, жили там, первый Алмата, и он там тоже работал. Ну и в чужом краю Осман сумел адаптироваться, нашел работу, стал оперуполномоченным и раскрыл немало громких преступлений. Однако тоска по родному краю требовала вернуться домой, что у них в конце концов и получилось. В 1975 году он встретил свой последний день победы. Позже его не стало. Имя Османа Дасхоева выгравировано на обелиске в Ленинграде, как одного из защитников города в самые для него страшные дни. Сегодня его фотография висит также и в Краеведческом музее. Проект «Лица Победы» стал банком данных миллионов историй военнослужащих. Каждый день к нам приходят жители нашей республики и приносят материалы. Вот за последний период уже мы как ведем этот проект «Лица Победы». У нас пополнился документальный фонд на 45 единиц. Это огромное количество за столь короткий период. Каждый день сюда приходят и студенты наших вузов, и школьники из наших школ, и спрашивают у нас о новых личностях, а также приходят для того, чтобы я делала запросы на погибших и без вести пропавших участников Великой Отечественной войны. Лица Победы – это в первую очередь сохранение памяти о фронтовиках Великой Отечественной войны.
Проект направлен на противодействие фальсификации истории путем издания книг с фотоиллюстрацией. Ну а здесь, в Музее краеведения, переходя из зала в зал, теряясь среди множеств стендов с фотографиями наших героев, можно убедиться, в битве за мирное будущее страны Ингушетия заняла свое место. Идрис Иджиев, Адам Гулоев, Магомед Дедигов, Новости 24.